нас сегодня в гостях Эльчин Сафарли. Здравствуйте. Доброго дня. Современный писатель. Читал про вас информацию, что вы с 12 лет печатались в различных журналах. Это правда. Я в 12 лет осмелился, набрался смелости не то чтобы написать, а отвести это в редакцию бульварной газеты, которая у нас издавалась в Баку. Вот. И, конечно же, мне помогла в этом мама. Мы поехали вместе с ней в эту редакцию, потому что я не знал вообще, как выглядит эта редакция и что это такое. А про что вы писали? Я написал какой-то детский лепет про несчастную любовь, какую-то глупость какую-то совершенно. Но опубликовали и заплатили даже за это и какой-то гонорар, да, и мы еще раз поехали с мамой, забрали гонорар и что-то на него купили, какую-то мелочь. А почему везде пишут, что вы под псевдонимом печатались? Ну, пишут много чего. Вы Я печатались очень люблю и горжусь своей фамилией Сафарли. Вот. Это моя настоящая фамилия, это не псевдоним. Вот. Это невозможно. Я вот смотрел ваше интервью, и вот такое у меня мнение. 11 лет назад, сидя в офисе строительной компании. Даже 12. Да, уже 12 прошло, да? Вы могли вот представить, что сейчас вот на таком уровне писательства и с такими продажами будете? Я хотел этого, я стремился к этому, я визуализировал это. Сила желания, я в это очень верю. Но я не верил, я не предполагал, что может быть настолько интересно. Интересно в контексте опыта, даже негативного, который я получал за все эти 12 лет. Ну, это будет. И он многому научил. В контексте взаимодействия с людьми мое ремесло подарило мне встречу с невероятным количеством замечательных людей. Вот это просто огромное счастье. Вот. И не мог представить, что будет настолько интересно. Я, конечно, благодарен за это Вселенной. Но самое главное, конечно, без силы желания, без труда и дисциплины, а не лежать на диване и ждать музу. Вот, это не произошло бы. То есть это история про чудеса, безусловно, но и про труд тоже. Что для вас вот писательство? Это все-таки, как вы говорите, музу ждать или все-таки это удовольствие. Это удовольствие. Я люблю писать истории, рассказывать истории. Это мне приносит удовольствие. И счастье, что в моих историях люди находят понимание. Они благодаря моим историям узнают самого себя, узнают самих себя. И мне хотелось, чтобы мои истории были другом читателю, что вот друг, который сядет рядом с тобой и своим присутствием, не всегда словом дарит понимание, ощущение понимания. Вот. Видимо, я это понимание так и не получил, и я трансформировал этот недостаток, нехватку в своей прозе. Вот. И многие читатели говорят мне, что да, ваши книги для нас это прежде всего история про друзей. Вот. А именно вот писательская карьера, писатель, амбиции писателя, это все не про меня. Я повторяю, скажу, что я пишу историю, мне доставляет это удовольствие, я получаю отклик в виде теплого отношения читателей, финансового вознаграждения. И как хорошо, что это есть, все. А дальше нырять глубже и не нужно, да и некуда. Что в смысле, будут ли мои книги жить еще много-много лет, да, получу ли я ту или иную премию? Нет. Я не думаю об этом. Вот у вас практически каждый год выходит по одной книге. Практически. Да. У не так часто. Ну,
Для некоторых людей десятки лет нужны, чтобы одну книгу выпустить. Ну, люди разные. Да. Как вот у вас это получается? Что у вас Во-первых, вдохновление? Я живу достаточно активной жизнью. Я много общаюсь с людьми, взаимодействую с ними и ковыряюсь в них. В хорошем смысле этого слова. Слушаю их, слышу, стараюсь слышать их. И столько всего закладывается в меня. Я никогда не списываю. Я встретился с вами, с вас писал герой. Нет. Образ. Это совокупность факторов, пазл, кусочки пазла. И вот так столько невероятных историй про силу, про преодоление, про поиск себя я ежедневно слышу, особенно от женщин, что мне хочется записать эти истории, поделиться ими, чтобы вдохновить как человека, чтобы вот сказать ему, есть такое счастье, ты и твоя жизнь. Это не повторится. Да, вот так. Поэтому и получается по книге в год где-то 6 месяцев я вынашиваю эту историю, она созревает во мне, формируется. Месяца 3-4 я ее записываю. На самом деле самый продолжительный период – это вот период вынашивания истории, когда она в тебе зреет. В начале года я был в еврейском ярмарке, книжной ярмарке, и там была как раз участок, аллейка от Азербайджана. Меня там не было. Я знаю, вообще. И я даже не знаю, я был уверен почти, что меня там не будет. И я там узнал про культуру вашей страны, можно сказать. И очень интересно. Простите, вы были на книжной ярмарке? Да, Eurovision Book Fair, да. И там рассказывали про вашу культуру. И я там увидел вашу книгу, как раз «Расскажи мне о море». Она была, значит? Да, там была. Представлена. Да. Вот видите, какое у меня негативное мнение. Оказывается, все-таки я был представлен на стенде Азербайджана. Да. Отлично, приятно, если я не в курсе. Посмотрел, что ваша книга именно вот это самая считается продаваемой. Расскажи мне о море. Да. Она про мое детство в Азербайджане, на Абшеронском полуострове. Очень люблю эту историю. Больше всего потому, что у вас книги же про... Но я не считаю, что она не самая продаваемая. Она одна из. Продаваемая? Да, одна из. На самом деле они все продаваемые, но она, да, продаваемая, но одна из. Ну, у нас в казахстанском рейтинге она самая продаваемая. Отлично, мне очень приятно это. Вот представляете, вот видите, как творчество связывает людей в контексте, что Абшеронский полуостров, Казахстан, как бы это, конечно, все очень близко, потому что это оба участка эти, оба региона омываются Каспием, как минимум, да. Но все равно вот разная культура, но как интересно в такой книге абсолютно вот такое про детство в Азербайджане. Читатели, да не, ладно, из с Казахстаном, кстати, оказалось больше совпадений в контексте Каспия и прочее, а вот из Риги, из Латвии находят свое, и это очень ценно. В целом, вы же часто у нас бываете в Казахстане в гости. 3-й раз, да. ну как сказать. На что вы обращаете внимание? Что вам больше всего нравится у нас? Люди, культура, традиции. Вот смотрите, я, безусловно, я общаюсь с людьми больше в Казахстане, чем гуляю по городу и достопримечательностям. Мне интересны люди, я узнаю их. Читатель, конечно, отличается. Ну, мы схожих ценностей все. Мы единоверцы. Читатель в Казахстане, в Узбекистане, в Азербайджане, мой читатель, в Армении, в России, в Украине. У нас схожие ценности, это нас объединяет. Но в целом у каждой читательской аудитории есть какие-то особенности. Например, в Казахстане всегда очень эмоциональная встреча. Бурно. Очень эмоциональная, да. И мне очень приятно, как люди свои эмоции передают. Знаете, таким иногда совершенно странным образом, но я вижу это искренне.
я вижу эти дрожащие руки, когда они делают селфи со мной, я говорю, я думаю, знаете о чем? Я говорю, как же радостно, что что люди, в большинстве своем это от 20 до 27 и от 35 до 45, это люди приходят на праздник книги. Это не история про Эльчина Сафарли, его новинку и прочее. Они приходят на встречу с писателем, человеком, который пишет книги. Это же очень приятно. Значит, есть интерес к книге, значит, они покупают книгу, выделяют из своего скромного бюджета какую-то часть на книги, в частности, мои тоже. Это радует. Вы сейчас проживаете в Стамбуле? Да. Вот. Что для вас Турция, Стамбул? Почему именно там? Стамбул, знаете, когда любишь, очень сложно объяснить, за что любишь. Мне кажется, Стамбул – это неотъемлемая часть меня. Особенно наш округ, в котором я живу, это для меня очень важно. Вот именно точка, в которой я живу, округ Мода. Вот быть модовцем для меня это какая-то особенная история, потому что у этого округа он небольшой, но у него какой-то особенный дух, немного бунтарский и одновременно интеллигентный. И когда я скучаю по Стамбулу, например, вот я в 2 дня как очень сильно скучаю. Мне очень хочется домой, надеть кроссовки, погулять, зайти на рынок, зайти к своему товарищу, владельцу кафе, парикмахера навестить, поговорить с ним и прочее, чтобы он побрынчал о том, что опять кто-то неправильно подкорректировал мою бороду. Но я же езжу, я не могу только из-за этого ездить в Стамбул, поэтому приходится обращаться к местным специалистам. Вот. И я когда скучаю, я скучаю именно по нашей, не по квартире, а по нашей улице, по округу, по энергетике этого округа. Ну, я очень счастлив, что Стамбул произошел в моей нынешней жизни. Хочется, чтобы как можно дольше вот эта история продолжалась. Хотя в этом мире нет ничего стабильного и постоянного. Но хочется, если это возможно, чтобы эта история как можно дольше продолжалась. Сегодня вы приехали к нам в Алматы вот по этому книге. Расскажите про нее. Эта книга «Дом, в котором горит свет». Обычно, когда спрашивают о писателе, какая ваша любимая книга, он называет всегда крайнюю, то есть последнюю, которую он написал. В моем случае это не так. Когда еще этой книги не было, я всегда называл «Расскажи мне о море». Когда была, вот, например, до нее было «Когда я вернусь в дом», но я все равно говорил, что «Расскажи мне о море» – это моя любимая книга. И вот сейчас прибавилась еще одна история «Дом, в котором горит свет». Я очень люблю дух этой истории, атмосферу этой истории, главную героиню Ани, это дом у океана, это вальсирующий снег за окном, это брусничный джем на плите, ее внук Галим, ее подруга Нелли, маяк заброшенный. Я очень люблю эту историю, по ней скучаю. Но я понял, вот опять-таки нет ничего постоянного, нужно было ее отпустить, вот, и чтобы пришли новые истории. Я думаю, что про эту книгу невозможно сказать, что она плохая. Про нее можно сказать, что это не моя, не мой стиль, не моя история, это вообще не про меня, не мое. Но сказать о ней, что это плохая книга, невозможно. Я как бы абстрагируюсь от самого себя, задаю себе такие вопросы. А плохая ли? Хорошая, приличная ли эта книга? Это приличная книга. Вот. Я рад, что она получилась. Что мне хватило железного зада, усидчивости ее дописать. Ваши книги переводятся на разные языки. Да. Болгарский, узбекский недавно, азербайджанский, украинский. Казахский. Мы работаем в этом направлении. Да? Ну, не знаю, есть ли необходимость. Но я думаю, сейчас казахская аудитория созревает для именно казахскоязычной литературы. И требуется хорошее произведение, которое надо хорошо переводить. Я думаю, что если кто-то заинтересуется, они к нам обратятся, и мы обязательно это сделаем. Отлично. Я думаю, хороший сигнал для наших издателей. В прошлом году у вас было интервью у Гамидова, да?
Вы там рассказывали про Америку, что вы хотите на американский рынок. Вот за год ситуация изменилась, какие-то шаги в этом направлении? Нет, в этом направлении не сделано, потому что вот на самом деле у нас столько задач, что нас, это меня, агента и наших сотрудников, не издательства, а которые работают в бренде Elçin Seferli, нас не хватает на это все. Во-первых, например, я вам расскажу, на что мы потратили это лето. Мы не отдыхали, никто. Мы формировали тур в поддержку этой книги. Вы понимаете, я, наверное, первый человек, который пишет книги в всем постсоветском пространстве, который за полгода заранее повесил уже афиши, где и когда он будет. То есть у нас 28 стран, 28 городов, простите, за 4 месяца для писателя, для людей камерных. В принципе, это очень много и насыщенно. И афиши мы повесили единым образом, понимаете, не фрагментарно. И этим пришлось заниматься все лето. Потому что это же не очень, это было очень сложно. Знаете, как в смысле? Объяснить магазину, например, в Барнауле, что мы собираемся к ним приехать 15 декабря. Объяснить это в июне. Они говорят: господи, у нас здесь за 2 дня все решается, а вы нам уже за полгода заранее. Я говорю: а нам же нужно эту афишу сделать. Было такое желание вот сделать именно вот такую одну единую афишу за полгода заранее. И у нас это получилось. 28 городов? Да. Сколько стран? Не знаю, надо посчитать. Украина, Белоруссия, Казахстан. Украина, Белоруссия, Латвия, Эстония, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. Беларусь сказал? Да. Ну вот так. Достаточно для писателя. Да. Немало для писателя. Немало. И еще, даст Бог, будут силы, весной мы продолжим. Очень хочется добраться до дальних регионов, которые не избалованы посещением Писателей, к сожалению. А они нуждаются в этом. Это книга про вашу бабушку? Да. Относительно или в целом? Это история, книга, которая посвящена ей. Вот новый роман Сафарли посвятил своей бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его историях похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг, порой с одним крылом. Мне кажется, это история о женщинах, о силе женщин, о божественном таланте любить бескорыстно, который заложен в женщине. Да. Вот так как-то. Это мое. И когда я написал его, я закончил, потому что это твой, наверное, самый женский роман. Не то, что его должны читать женщины, а то, что он получился очень про женщин. И я рад. Про бабушку вы говорили, что вот она открыла для вас Чехова. Да. Какое любимое произведение у вас Чехова? «Каштанка». Потому что это самое первое, что я прочел. Но мне прочитали у Чехова, потом прочел сам, сейчас коллекционировал «Каштанку» в разных изданиях, в разных переводах. Вот. А если говорить уже про более осознанные, конечно, это пьеса Чехова, я учу «Чайка», «Дядя Ваня». Всегда, когда бываю в какой-либо стране, посещаю театр, если там есть Чехов, и я, наверное, пересмотрел «Дядю Ваню» в самых разных интерпретациях, и не устаю, и это невероятно. Как писатель, как Чехов знал человека, природу, чувствовал природу человека. Вот так как-то. Вы знаете казахстанских писателей? Казахских писателей? Нет, не слышал. Не знакомы? Посоветуйте, обязательно приобрету и почитаю. Ну, хотя бы классиков, Абая. Не читал. Я, конечно, знаю, но я не читал. Хорошо. Но это пробел, который нужно восполнить. Я думаю, да. Как современный писатель, для молодых, начинающих современных писателей, сейчас очень важна тема продвижения. Те же самые социальные сети, вот выступления, да. Как вы делаете туры.
Какие действия должны делать, вот, например, писатели, которые сейчас пишут, чтобы у них получилось? У вас 12 лет назад получилось. Я считаю, что они не должны, а хорошо бы работать, трудиться, верить в себя, визуализировать. Да, это все звучит очень такими общими словами, но это, наверное, наша отдельная передача должна быть посвящена этому. Вот. Стараться делать то, что не соответствует внутреннему импульсу. Стараться, не всегда получается. И по поводу молодых писателей, что бы я посоветовал? Трудиться, визуализировать. Вот эта сила, желание, в нее вот очень верю. Но для меня парни из спального района Баку удалось стать читаемым автором во всем постсоветском пространстве. Наверное, это история вот про это, про труд, силу желания и немного про чудеса. Очень легко сказать, да, он говорит, у меня не получится, я не верю. Очень легко вообще сказать. Наотрез. Отрезать же легче, чем любые отношения, например. Расстаться же всегда легче, чем сохранить отношения. Вот так. Если кто-то это делает, значит, это его выбор. Он неплохой, не хороший, он сделал свой выбор, он больше не хочет заниматься написанием историй. Ради Бога. Значит, он будет полезен в чем-то другом. А тот, в котором это нарывает, не дает покоя, он все равно пробьется. Вот. Внутренняя. Да, это вот эта сила внутренняя. Очень прекрасно, очень душевно. Спасибо вам. Мы говорили бы очень и очень долго, но у меня мало времени. Но я надеюсь, что то, что я сегодня сказал, хотя бы если в том, что я сегодня вам рассказал, хотя бы один ваш зритель нашел для себя что-то полезное, значит, все не зря. Да. Спасибо большое. Благодарю. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До встречи.